уходим уже на гору, поглядим, ой, Господи, а там такий крик, як уже сарай палає. Так кричат люди в один голос этого. Изливается, что буран. Ой, просто мы поглядели, одна девочка через зашалявание этого выскочила, там же один на один лезли. И бедно выбегла, ще хотела открыть сарай. Они замкнули. И они штыхом туди в вогонь. Мы поглядели, бегом назад. Прибегли, она в свою хату побегла, а я в свою хату побегла. Прибегаем, говорим, ну, хто як може спасає. Людей всіх уничтожають у сараї. Такий крик, такий. Я бегала, сначала думала, что майданчик выкинут с одеждой, и тут постовую мне подал команду у хаты. Ну, мы в хату пошли. Я с гарачки прибегла, потягла подушки сюда, этих больных, постягала сюда у ворох в один, головами так усе на одну подушку. У нас было 9 человек у хате. Ну и все, дожидаем. А я уже не ложится, я тоже больная была, 2 месяца было до родов мне. Не ложится мне, вышла я уже, товар идет, вот сейчас скотина это селом. И бачу, подпаливается, бутылку черную такую открывая, вот так, как линена, это все, без ничего. Загарывается, горить, доходят до нас. Открыли двери, зашли, тих, тут же закрыли двери. У сенцах, у нас это так, сенцы были холодные. Там облили уже горыть, уже это они сейчас подлетели, тут окно напротив этого, бразят им автоматом, выбили это окно и давай гранаты кидать. Одну кинули гранату. Первая граната на моего соседа, он у нас зимовал. И так лежали мы, вы знаете, дорогие, что лежали на одной подушке. Як фуганула его, голова стала на подушках, а ноги. А другая граната у моего мужика, вот сюда под коленки упала. Ну, его все разорвало, меня ранило, вырвало гранаты. Я даже не чула, мне ни боли, ничего. Ну и горим все, як граната падает, так все горить. Одна девочка, бедна, была не ранена. Я ее стягла, так она полз окно лежала, полз это як выбили. Так она вдоль в койке лежала. Загорелся матрас, падая на ней, горить. Вот так пену, вот тая, вот натаяла вот так пены. Она, бедна, храпя, она без движения была. Сильно она тифом была, это больная. Температура была, она бродила до этого. Ну и горить она. И так уже я бегала по хате. Невозможно. Думаю, Господи, сколько ж у вогні ж будешь долго гореть. Я за этого мужика вот так это подтягла сначала стол к окну, куда они выбили окно. Подтягла стол. Хватила я его, не можно поднять. Я и упала на его. Все уже побгарвало на мне, вот же руки какие. Ну, в огне не могу дойти. Чувствую, что это ж я долго буду вельми доходить у вогні. Я ж сейчас его с гарачки, все это уже потом тяжко мне было тягти его. А так сперва на стол положила, сама провалилась через окно на двор, а потом и его вытягла на двор. Вытягла я его на двор и потирала при том стол. Жители более 600 белорусских деревень были зверски убиты фашистами, сгорели заживо. Действовал гитлеровский план истребления славянских народов. План Ост. Одной из первых жертв стал Октябрьский район. Начали с деревни Хвойня. Ранним весенним утром 42-го запылали дома, деревья, ульи с пчелами, люди. Сгорели живыми 1350 человек. Спаслись единицы.
Привезла сюда в поселочек, где отрады ты стоял. Правда, они подбегли, хлопцы все сняли его с воза, поглядели, а он увесь кров до граммочки выбегла кровь. Потому что вот перервали эти жилы, сюда у подколенки граната упала, и ему все, и даже тело одубело, не гнулось, как дубовое. Что мертвец вот так вот весь поднимается, согнуть не может. Завезли у курни к этому доктору. Он побросал это мясо, все поглядел его, перевязал полотенцами этими, уже у женщин попросил, тогда же ничего не было. И сказал, что дороженечка, и он жить не будет. Его, говорит, вся кровь выбегла, ему надо вливание крови делать. Говорит, это, согласно, я, кажу ему, коль укола дам, и он, покончим его жизнью. И он говорит, вот-то-то, уже это, погибая. Я не разрешила, говорю, вместе. Согласна, так нет. Ну, каже, будешь мучиться еще дня 3 зимы, и он все равно помрет. Ну и потом уже через неких 5 минут доложили уже партизаны, что у Курн едут немцы. Все люди выбегли с деревни. А я вытягла его, бедно, уже на улицу. І стільки плачу. Ідуть мужики які-то, а я ж гранатами була обсмаляна, чорна, ніхто мене не узнав. Бачу, свої мужчини, воєнські наші вже йдуть через курень. Я стала гукати, а мужчинки, дорогі, окажите мені помощь. Я осталась одна. Усі люди побігли в ліс. И они, правда, побегли по дворах, нашли санки, положили, помастили постель, той матрас положили на это на санки и дотягли мне. Каже, у хлеба в полянах, там у леса деревня, там будешь уже спокойно, туда немцы не доедут. Поехала я у хлеба у поляну, не доехала до деревни, появился стрел тут у этом вежине у самом. Вывели людей на улицу, там 40 дворов было, поставили в 2 ленты. Так вот, в 2 ленты поставили, а потом идут 2. Глядят, через 2, через 3 человека, одного в одну сторону, другого в другую колонну, в одну и другую. И сделали 2 ленты. С этих 2, и ну, посортировали снова 2. Одна, вот она теперь жива у Кашевичах, Коржичика, она была с 2 детьми, она партизанская жена. Хлопчик попал в одну сторону, а девочка в другую, из ей. Ну и так вот этих людей завели в хату, запалили из другой колонны. А этих 40 человек это стоят на селе. Эти бедные уже голосят, мать же, сыночка то отправили у хате горить, а она с девочкой стоит у колонне. Я приезжаю санками это туда, зайшла, думала, меня тетя узрадуется, а моя тетя як зернула, что я это с раненым, да сама такая обгарана, да. Уезжай, быстренько уезжай, ты приехала меня уничтожить, ты это партизана раненого ховаешь. Кажу, теточка, миленька, сгорели же, усяк войня, усіх людей живых попалили. Говорю, казнили, у подвале с сарая, так казнили штыхами, да назад в огонь кидали. И она никакую. Говорила, вывез я ее на деревню, едь на рабкор. Я ехала, и уже так устала, а просто уже решила, что, Господи, а коли же ты конец будет. Уже не думала, что это я уже кого встречу живого, буду жить. Проехала я километра, может, 1,5 от этого переезда. Горит костер, и там 9 женщин и 3 детей. Я поехала путем. Я их остановилась. Я кажу, женщинки, мол, мне дасте что поесть. И они сказали, заедь к нам. Наши мужики пошли в деревню затишье, может, что и достанут. А это, достанут, мы поделимся, а мы не гарантийно это, тебе говорим, может и не достанут, потому что людей у затишья нема, выехали в лес. Я подумала так, буду дожидать, меня ночь обратно захватить, и я уже не доеду. А я ехала в Деменку, у меня сестра была в Деменке. Я уже чула, партизан одного встретила, сказал, что Деменку еще не спалили.
Я ехала туда. Проехала я трошки этих жанок, что для костра были. Пачу едут немцы, эти самые, что вночі на засад ехали. Стрекают меня. Куда мне деться? Я ще это санки с пути стягла. Бачу, бежит один. Это я, по мне не стреляют, потому что женщины сзади стреляли по мне, то я поутекали в лес. Бачу, кинулся бежить ко мне. Я кинула эти санки в лес, и они стреляли, уже вот это, меня поранили. Я не чула, это уже потом нашла те раны. Куда мне деться? Одна женщина в Бубновке несе это, 2 коржики в хате уже это спекла, и молочко несе детям в лес. Я стала просить. Она говорит, моя ты женщинка, я несу своим деткам. Уже 3 дни как ели. Молочка могу дать пару глотков, а коржика не дам. Я подумала, глотанула пару раз, кушинчик невеликий. Думаю, ну ты же несешь деток спасать, а мне уже что меня встретить? Уже я не хотела жить, думаю, хоть бы худший конец был. Я уже так устала, так хочу отдохнуть, боюсь, не могу где отдохнуть. На дороге боюсь это отдыхать. А потом зашла в поле, под хвою, серед поля. Села, думаю, вот это мой будет конец. Я уже села, отдохнула, я уже не устала. Не устала, заснула и заснула и заснула. А и шли партизаны это, с леса, обнаружили меня под той хвоей, познали. Хотели поднять, я не проснулась. И они пошли в деревню, взяли санки, меня положили на санки и завезли к сестре к моей. Завезли к сестре, сестра тут поглядела, что я уже полнеживая. Меня снесли, стали будить, не разбудили. Разбудили, я стала бродить, забыл, что говорить. И они меня упокоили в постели, я на завтра уже проснулась. Ще опомнила, я рвала на себе волосы. Мне вообще як у сне прошло. Я на завтра уже опомнилась, у меня тоже температура была большая, аж тифом сама была хвора, ранена, обгорела. Я обогрелась, я очень боль почула на себе, я не могла жить, не могла упокоиться, где я оставила мужика. Я недельку полежала, потом попросила своих хлопцев, ну, его брат двоюродный ще был у партизанов. Говорю, хлопчики дорогие, пошли на то место. Найдем его и побачим, что там, хоть бы закопали. Пошли мы туда, аж но тых женщин всех показнили, деток. И кто-то, эти женщины были с Курина. И их уже сынок оглядел своих матерей, и там закопали сразу. И моего уже мужика перетягли, в место закопали. И так я шукала, не нашла его могилки. Ну, добре, пришла уже, я родила это, хлопчика своего, я была беременна. Потом уже такая, уже из этой деревни пришли, подошел фронт, уже все выбрались, никто в деревне не живет. И мы почти 2 года в лесе жили, 42-го года по 44-й год. И однажды, что на острове, только мы что это повставали, выбегли на остров немцы. И стой, простите, что скажу так, и по матушке сказали, русско, блядь, куда нам утекать уже? И за воротник, и уже стали в очередь ставить. Поставили в очередь, нас 20 человек зловили. Кто мог, побегли, а кто уже нас близко обнаружили на острове. Ну, поставили в очередь, стали расстреливать. Расстреляли тогда 12 человек. Вот до меня, а у меня сестрин хлопчик был 5 годов, и мой 1,5 года хлопчик. И я так уже, у меня горит сердце, думаю, Господи, мне же раньше самой идти, этого. И вы знаете, что судьба? Поставили на очереди мужик и жонка, и у них 2 детей было. Так жонка стояла на конце очереди, а мужик первый. Як застрелили ей мужика, вот заводят к нам наперед, у потилечку, як стрелить, он бедный, як снопик упаде, не кричить. А хлопчик, іде вже, так он, ой, мамочку, боюся. А ще вистрелив в його, ще крикнув, ой, не боюся, і упав. І теж не крикнув, не дригнув, ніщо. Так тоді вже його жонка говорить, паночки, подождите, хай сімейка за сімейкою. Прийшла сама последня з очередь, прийшла, стала тут. Да на девочку свою, Волька, иди ты. Застрелили эту Вольку, она, паночки, я сама. Взялась так вот за голову, да под его упала сама, подточилась. Он подойдя паразит, так, да, з нагана.
Так мой племянничек, я ти, сестрин хлопчик, мой ще мало чого розговорив, синок. А племянничек перехрестився, така, Господи, прости мої грехи. Так мне так затягнуло, я думаю, Боже, дитя біле, мило, кажу, детки, не бойтеся, вже чого, не всім уже, кажу, і маму вашу застрелю, не бойтеся. Кажу, все, це наш уже конець. Я гляджу, ще одно дитятко лежить. А я підійшла, воно плаче. Я і то взяла на руки, дитятку. Вже у мене двоє дитят, і одного возраста були, по 1,5 года. Так я вже этой племянничок, і у мене двоє тих малих. Ну, вже от в очередь до мене. Так от горить серце все, Господи, мил, думаю, ті самою перуть, ті детки эти. І от через 2 чоловік приходить один в очках, говорить, прекратите розстрілювати. Ну, прекратили. И вот же тут рядом такая болотина, они нас туда, ломите лед руками. Просто по-русски разговариваете. Мы ломим, я посадила этих деток, на льду подсуну лед, ломлю руками. И бредуть все ломим лед, а они за нами едут. Побразали руки мы, кровь тече, они едут за нами верхами конями, мы ломим лед. Коней лед не держав, а глубоко было, так кони попробовали, не пошли. От ми вибрали туди на берег, одна бабушка, вона з нашого села, этого самого бригадира бабушка. Вона бідна і замерзла, заклякла, не було їй ні переодеться, а у нас все отняли і попалили там. Що на нас, це клумачки, які були, все отняли. Курані запалили і все це попалили. Вона бідненька вот так вот упала на коленах, їй підійшов прикладали. Вона і заткнулася, з розривної пулі її. Бухнув і пішов. Вже бачимо, хлопчик іде, году 12, і без штоників, одна сива світочка така, от. А вже штоники загубив у воді. Тоже пристав уже, не може йти. Хоче змінювати ножками і не може. І він його з розривної пульки. Так це, у моталої кішечки, що вже кричить, що бідне кричить? Мамочка, мамочка. Нам не дают озираться, не дают. Мы хотели разок 2 озирнуться, только не можно, как оно кричит, то дитятку. Тогда мы уже, идя, подбег один фриц за моя дитя, с рук кидая, у сторону кидая, и лезет уже насиловать ко мне. Так я это дитя снова ухвачу этого в руки, и он снова ухватить. Этот племянничек 5 годов путается за мной уже это. И вот на этом слове едет иззаду немец, на его что-то нагеркал. Пошел я наперед. Повезли нас в Азарецкий лагерь. Привезли в Азарецкий лагерь, сгруживают 48 тысяч там людей было. Выкопаем колодежик такий маленький. Так и он придет, да и навернет в той колодежик, чтобы не брали воды. Так уже коли выкопаем, так уже закрываем якой трапочкой, да уже и посядем на том, чтобы уже напиться можно было. А потом придут уже у вечера. Голодные, ничего нема. Девушки с 20-го года кто? Так некоторые, я, вот нам надо 10 человек на кухню. Эти девочки бедные поускакают. Повели, на завтра уже еле поприходять. Такие уже полумертвые поприходят. Они уже без бедных там сдаются, что хотят уже поприходят. И тогда уже узнали и стали друг другу передавать, что никуда не выходите, никуда, и они все это обманом, все это сдаются с нас. А потом бачим поста ни человека для лагеря. А мы самые были для заграждения, так мы бачим, як хто выскочит так и подрывая. И вот наши через 2 часа после их отхода пришли наши минеры, нам одну стяжечку освободили, и мы одной тропинкой выходили из лагеря 3 дни.
Это снято советским фронтовым кинооператором в Азарическом лагере смерти в первые дни после освобождения. В Азарическом концлагере заразился тифом и умер ее сын, ее первенец. Ну, пережила, осталась уже одна. Пришла, это уже выкопали земляночку, жила сначала в земляночку. Стали приходить уже эти, ну, нашей деревни мужики, которые были на фронте. Ну и сбираются, все уже позбирались. Думаю, ну надо ж где уже определиться, одна ж. А они все такие ко мне это. Ох, она ж такая хорошая, сердечная, мужика тягла на плечах. Она же это хорошая. И все стали свататься ко мне. Ну, я стала выбирать. И то договору, хлопцы, оставьте у меня в покое. Не найду я уже себе по любви такого, как я любила. Что, я 3 года дружила, а жила только 1,5 года. Не натешились друг другом, просто не могла я, это, ненавидела мужчин этих. Думала, никогда я уже у них это, в жизни не... А потом это, ну, подумала, не маж я к одной жить. Все равно же надо определиться. Одна в землянке, что я, это наживу одна. Ну и пришел ко мне вот это, что я с ним живу. Подумала, любить я тебя не буду, потому что я не забываю того. И он у меня у души, сколько я жить ему буду. Ну, хороших родителей такие. Родители хорошие были. Думаю, а давай буду это. И он сирота, я сирота. Будем привыкать друг к другу. Ему легче сразу буде. Він не бачив это, і наженився, і пішов. Він із жінкою мало жив, мать старая була, так і наженився і пішов. Ну, договорились, поженились, мы что ж, у нас не получается жизнь. Живом. Детей нема уже. Живом год нема, другий нема, третий нема. Мы не можем этого уже дальше жить. И я детей сильно хочу, и он хочет. Что ж нам робить? А потом уже у нас появилось дитя. Мы хотели разойтись. Нема детей, ну нема интересу, что не привыкли друг к другу. Я уже не знаю, что, с чего уже начинать. Потом появилось у нас дитя. Мы такие рады, такие, даже не верилось. Родилось одно, потом другое, потом третье. И мы 6 детей родили. И такие стали богатые. Такие уже, это, ну, стали учить мы уже, дети поучились. Один кончил хлопец уже технику. Стали женить уже. Детей поженили, уже 4 женатых, а 2 еще холостых. А вот что один я выпустила свой рассказ. Як я тягла свого мужика с огня, это же сама соседки, 2 хлопчики побегли за ее и не угадали, где она делась. Это ихня тетка. Одному было 7 годов, другому 5. И они бедные, я мужика тягнули уже на себе. А они идут на метров 30 от меня, идут у село. И вот почему я отключилась, сколько я жить, я на себе буду брать грех. Я просто отключилась, а почему мне не сказать, деточки, вернайтесь назад. И они, бедные, за ручки побрались и пошли в село.
І я тепер, як побачу ці дітки от такі ровні, да поберуться за ручки, я не можу собі простити, що я виновата. Чому я їх не вернула, тих діток? І от, кажется, я вже все розказала. Бог його знає. Це ж уже усыхая и розум, и уже не та память, и столько пережила. И повторять сильно трудно, может, что и упустила. Повторять не дай Господь. Камень вот замкнул у меня груди обратно на несколько дней. Ну и все. Больше я уже, может, и пропустила, Бог его знает. Уже не та память.